года после выпуска работу находят максимум 20% выпускников. Зачастую не по специальности. Решение проблемы трудоустройства студентов не просто тема сегодняшнего дня. Это еще и конечный результат многолетней работы СУЗа. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает сотни специалистов в самых разных сферах, будь то пожарники, спасатели, медсестры или педагоги начальных классов. А значит, каждого из них так или иначе коснется проблема трудоустройства на работу. Переориентация ресурсов в системе профессионального образования, задач, определяемых внутренними возможностями, на решение задач по подготовке квалифицированных кадров, востребованных конкретными отраслями экономики региона, что обеспечит его плановое и системное развитие на долгосрочную перспективу. Обеспечение регулируемого воспроизводства квалифицированных рабочих кадров для основных направлений экономической деятельности Республики Ингушетия. Конференция – попытка обобщить опыт и найти пути решения многочисленных проблем. Как отмечают на встрече, причина того, что вчерашние студенты не могут найти подходящую работу после учебы, кроется, как правило, в отсутствии тесной взаимосвязи между образовательной организацией и работодателем. Недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие образовательных организаций с органами власти, общественными организациями, потенциальными работодателями по вопросам содействия трудоустройству этих самых выпускников. Отсутствует система мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников. О положении на бирже труда и проблемах, связанных с трудоустройством, говорят специалисты центров занятости. По их словам, самые востребованные специальности в нашем регионе – технические, инженеры-строители, работники торговли и общепита. Но отчаиваться выпускникам других специальностей не стоит, считают здесь. В этом году Роструд расширил возможности для трудоустройства молодежи. На портале «Работа в России» в разделе «Стажировки и практики» молодые люди смогут подобрать для себя место, где будут получать свой первый опыт работы. В центрах занятости есть портал «Работа в России». Те вакансии, которые у нас не имеются, мы будем подбирать им в этом интернетном комплексе «Работа в России» на сайте. Трудоустройство этих выпускников зависит от работодателей нашей республики, от того, как они будут подавать те или иные вакансии, которые у них имеются. Зачастую у нас в республике работодатели укрывают вакансии, которые у них имеются. Сегодняшние реалии диктуют новые правила. Требования работодателей растут. Для удачного трудоустройства недостаточно отучиться и получить в руки заветную корочку. Важно иметь крепкие знания и хорошую характеристику, которая свидетельствовала бы об успехах студента во время обучения. Хадия Аздоева в этом году окончила ПСК по специальности педагог начальных классов. И буквально сразу же она вышла на работу. Как считает девушка, секрет ее успеха в том, что она прилежно училась все 3 года в колледже. В стенах этого колледжа я многому научилась, узнала много нового, и те знания, которые были приобретены здесь, я успешно применяю на работе. Сейчас я официально работаю в Ингушском поисково-спасательном отряде. Эта должность дала мне непростым. Этому предшествовала изнурительная работа, проведенная в этом колледже. В республике с самым высоким уровнем безработицы по стране, он составляет порядка 26%, вопрос трудоустройства стоит как нигде остро, особенно в случае со вчерашними студентами, без опыта работы и стажа. Поэтому важно в этом вопросе работать сообща и пытаться найти выход из положения. Первым вопросом, который у нас был вынесен на конференции, был вопрос о том, что неясны критерии, по которым отбирают этих самых выпускников, какие именно нужны выпускники работодателям. Этот вопрос сегодня, я считаю, был исчерпывающе разобран, и мы услышали мнение каждого из представителей и центра занятости, и работодателей, и колледжей, и студентов в том числе. А в других колледжах, так же как и в нашем колледже, есть свои специалисты, которые трудоустраивают этих выпускников. И нам очень важно было сегодня поделиться опытом, в каком колледже, каким образом проводится эта работа. На этом работа конференции не заканчивается. Все заинтересованные стороны будут и дальше обмениваться опытом и действовать в этом вопросе сообща. Здесь надеются, что полезный опыт перенимут и в других образовательных заведениях республики. Тамара Хшагульгова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.